Дачный отдых в России предпочитают 45% ее жителей. Он остается популярнейшим способом отдыха и отвлечения от городской суеты. У половины российских городских семей имеется дачный участок. Генезис культуры дачной жизни для современных якутян триедин. В нем отразились три источника. Это упадок и разрушение русской дворянской усадьбы, заложившей традицию второго летнего жилья в России, потребность решения продовольственной проблемы и капиталовложения, особенно в эпоху СССР. И третье, для якутской культуры был важен летний хозяйственный переезд на Литовье Сайлык, продиктованный ведением животноводства. Сегодня дача становится побегом от городского ритма жизни, уединения и существования без маски. Популярной дачной местностью в Якутске исторически стал дачный Сергелях, о котором и немного другом мы поведаем в нашей рубрике «Хобби наших коллег Академии наук Якутии». Приятного просмотра! Ну, в общем, да, значит, вот этот участок где-то 3 гектара, вот, с несколькими строениями, основной дом, амбар, там навес, подвал и так далее. Дедушка купил в 28 году, сохранился документ купче, вы его сейчас фотографировали, Алексей, вот. Значит, тогда, ну, по словам дедушки, естественно, я могу судить, здесь на всем Сергеляхе было всего 8 построек. И вот этот основной дом, значит, это был раньше, здесь были выпасы скота, значит, пастухи жили в этом доме. Потом в конце 19 века, значит, этот дом купил Шишлянников, вот, и в 28 году, значит, у него купил дедушка. Я уже сказал, что в то время на Сергеляхе было всего, по словам дедушки, 8 построек, включая вот этот дом и включая уникальную церковь. В которой потом, уже в 50-е годы, был магазин на Сергеляхе продуктовый. Так вот, чем эта церковь уникальна, что это была единственная церковь в Якутии, которая была построена после революции в 1924 году. Ну и ее потом разобрали из кое-какого материала с этой церкви. Значит, была построена первая церковь, и уже это в годы перестройки в конце 80-х годов по разрешению Якутского обкома партии. Значит, Юрий Николаевич Прокопьев дал такое разрешение. В то время это, конечно, был далекий загород. Автобус, вот, ну, на моей памяти в 50-е годы, автобус доходил только вот до Сергелях-1, вот как раз до этого магазина. Причем у него маршрут был такой, начинался он, где сейчас прокуратура, на углу Кулаковского и проспекта Ленина, и доходил вот до Сергелях-1. В 28 году, по словам дедушки, ему было где-то порядка 90 лет. То есть сейчас, значит, без малого 200 лет, ну где-то 185 лет этому дому. Вот. Дом был в 2 раза больше, половину мы разобрали, когда здесь распределяли уже потом участки, потомки дедушки, внуки, можно сказать. Вот. А половина вот сохранилась. Но когда уже стали подрастать дети и начали появляться внуки, в 1932-1934 году у дедушки уже стали появляться на свет, рождаться внуки.
Вот, значит, все-таки было решено, что ну как-то вот на природу, на чистый воздух там и так далее. Были большие огороды под картошку. Участок не только был по эту сторону озера, но вот и по ту сторону озера, и там как раз был огород. И выращивали картошку на всю зиму. Овощи ведь никто сюда не привозил, в основном все свое выращивали сами. Вот. Ну и дети были на свежем воздухе, а здесь же еще даже на моей памяти, где-то до конца 50-х годов, до начала 60-х, здесь был очень густой сосновый лес на самом деле. Вот сохранились фотографии 1934 года, значит, около вот того старого дома, и ворота, вот они были в том конце участка, они фактически не были видны, потому что это был все сосновый лес. А раньше, значит, отец брал, это самое, в школе была лошадь, повозка, значит, избытка мебели тоже не было, поэтому перевозили на дачу все. Значит, включая там кровати, столы, стулья, ну, потому что все было в единичном экземпляре только, естественно. Значит, это была целая эпопея. Теперь, значит, ну, свет был, да, но ни водопровода, понятно, ничего такого не было, поэтому, значит, но вот озеро, вот Сергеляское озеро было чистым. Единственное, что из него не пили. А так вот для всех бытовых нужд, не только для полива, там посуду мыть и прочее, все брали воду из этого озера, но как, значит, была такая бочка на тележке, значит, мы с братом ехали, заливали водой, привозили. Питьевая вода – это лед. Значит, был очень хороший амбар с земляной крышей, ну как вот раньше делали, чтобы и холод держал летом и так далее. И был подвал. И вот весной туда завозили лед. Значит, были огромные медные чаны в амбаре, куда, значит, этот лед доставали, дробили, и была питьевая ледовая вода. В Сергеляском озере водилась рыба. Вот, гальянов, вот, там с друзьями шли сюда на озеро, наловили гальянов, значит, либо к нам, либо там к маме друга приходили, значит, все это дело жарили, заливали яичком. И это была самая вкусная обеденная пища. У нас такая детская ватага была. Значит, с утра до вечера носились. Здесь недалеко было такое волейбольная площадка, футбольное поле. Играли. То есть очень такое хорошее летнее детство. Там была такая будочка. Значит, это от городской библиотеки детской. Значит, сюда по расписанию определенному приезжала библиотекарь, я помню ее прекрасно, Маливанчук. Удивительная вообще женщина, умница. Но вот она не просто библиотекарь, она воспитатель детей, сама библиофил, знала всю прекрасную литературу. И, значит, вот она привозила сюда книги. Значит, ну, естественно, их там брали на дом, потом сдавали, брали новые и так далее. Это прямо рядом с кинотеатром, да. Каждый фильм смотрели. Вот. Но наиболее интересные взрослые ходили. Это своего рода был такой культурный центр Сергеляха. Более-менее современный, лет 20 мы живем. Эта территория называлась, ну, старые обкомовские дачи, мы что называем. Здесь за оградой проходит улица автомобилистов, и вот эта вся территория ограждена была забором, и это называлось вот обкомов. Здесь жили действительно члены обкома. Здесь у них был магазинчик. Мы сейчас проехали по дороге. Это была первая асфальтовая дорога к даче Черяева. На этой территории из членов академии живет Анатолий Афанасьевич Попов, недалеко от нас живет. Напротив нас живет скульптор Агатоев. Интересный человек, и его усадьба, она не просто усадьба частная, а она как музей, посвященный его брату хомусисту Агатоеву. Я сказала, что здесь проходит улица автомобилистов, и там была первая дача нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Когда мы начали строиться, в то время он здесь еще жил с семьей, и был даже участок охраны. Это, в принципе, якутская традиция выезжать из зимних усадьб на летнее поселение.
У якутского народа это, конечно, они выезжали на Саилык, и эта традиция в какой-то мере, наверное, осталась у нас, якутов, продолжается. Но в данном случае, конечно, дача и отдых. Какое-то первое время она была и каким-то сельскохозяйственным экономическим эффектом. Мы же тогда в 90-е годы старались там и картошка, и огурцы свои, помидоры. Ну, все-таки надо сказать, что сейчас этот оттенок немножко уменьшился. Мы, конечно, с удовольствием едим свои овощи, но не в экономическом смысле каком-то. Картошку уже не высаживаем в таких размерах, чтобы зимовать. Но со своего участка, со своей грядки, травка и огурцы, помидоры – это, конечно, совсем другое. Ну, как видите, здесь у нас на участке много цветов. Действительно, я люблю цветы, простенькие цветы, но украшают жизнь. Мне нравится и то, что как они цветут, и еще больше мне нравится рассада в основном своя. И когда в марте-апреле мы высаживаем эти семена такие крохотные, и после этого выходит такая красота, это наслаждение вот от именно этого роста. И когда я высаживала даже, скажем, помидоры, мне нравилось, как они цветут, как растут, а там консервированием этим я не сильно и занималась. На современных дачных участках у нас сейчас, кроме электричества, что называется, есть и интернет проведен. И отдыхаю, и есть возможность поработать. Сейчас какая дача без бани, без бассейнов? Ну, у нас тут баня. Баня у нас сразу же строилась вместе с домом. Она нам очень нравится. Мы, конечно, принимаем баню, когда захотим. Надо сказать, что все на нашем участке построено. Построил наш отец, муж, Уваров Василий Фомич. Вот эту баню он сам построил. Так что мы гордимся своей баней, она очень хорошая. Вы все знаете, что в сосновом лесу практически ничего не растет. Приходится все сажать или в горшках. Закладываем бочки, полбочки внизу. И вот из-за этого сейчас вот лилейник отцвел. Ну, вы поставите как надо. Он очень красиво, но мы загружаем полбочки и ставим какие-то большие растения. Но так получилось, оказывается, вот это акации. Оказывается, акации могут сочетаться с соснами. Вот это вот, чем мы очень гордимся, что вот акации сочетаются с соснами. Это Сергей мы установили на нашем участке в 2009 году, к 95-летию нашей мамы, Ивановой Фросини Николаевны. Она многодетная мама. Ей присужден знак высшей благодарности матери в 2013 году. Она прожила с нами на этом участке до 99 лет. Практически до 100 лет, не хватило полгода. Это замечательная мама была, рукодельница. Я покажу вам некоторые ее изделия. И как на настоящей якутской даче, мы, конечно, любим пить чай из самовара. У нас самовар, мамин самовар. Мы его храним, любим, оберегаем, очищаем. Вечерами очень любим пить чай из самовара. Чай из самовара – это, конечно, не то, что чай из электрочайника. Вода пахнет, чай пахнет шишками, углем, запахом дыма. Я думаю, что все любят якутяне пить чай из самовара. Очень вкусно.
Я с детства была огородником, потому что у меня и бабушка выращивала, ну, практически все выращивали. Мама у меня и арбузы тут выращивала такие, в общем. Так что с детства меня приучили. Поэтому, когда родился ребенок в 95-м году, мы жили у свекрови, я уже вышла замуж. И дома было очень жарко, и озадачились, что ребенку нужен свежий воздух. Поэтому вот у меня свекровь купила дачу. Когда мы сюда приехали, получастка мы занимали наша семья, получастка у нас были соседи. А через 2 года у нас семья объединилась, и стал один большой участок, и стала большая дружная семья, на которой мы сейчас огородничаем. Так, салат я садила в начале июля. Здесь салат, там петрушечка. Здесь мы садили щавель. И тут я подсеяла еще укроп на той неделе. Ну, буквально за 2 недели уже тепло стояло, погода сырая, поэтому быстро взошел. А на той гряде у нас перцы. Сейчас не видно. Родители у меня тоже всю жизнь занимались огородом. У мамы вырастали такие арбузы. Первые огурцы у нее появлялись чуть ли не в начале июня, потому что она рассаду заранее. А помидоры у нее, бычье сердце, любимый ее сорт, вырастали прямо до килограмма, такие большие. И лет 12 назад они переехали в Краснодарский край, город Ейск. И оттуда перевезли все наши привычки, стали ставить тоже грядки там, потому что, как правило, местное население выращивает сразу в земле. А соседи очень удивлялись, что у них всегда урожай, потому что вроде они переехали с севера, и такое поверье, что у нас на севере вроде ничего не растет. Но у них большие очень урожаи были, они стали перенимать наши привычки, стали тоже строить гряды, теплицы. Мои родители, получается, научили своих соседей выращивать урожай. Северный опыт пригодился и на нашем российском юге.